Глава 13. Вера – это труд. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Послание к евреям, 11 глава, 7 стих. Если бы мы могли наладить контакт с Ноем, то спросили бы его о вере. Он бы ответил примерно следующее. «Я знал, что зло распространилось по земле, но оставался чист пред Богом. Однажды, когда я молился, он сказал мне: „Ной, я хочу открыть тебе тайну. Что ты имеешь в виду, Господи? Я должен истребить все живое с лица земли. Я решил затопить землю, залить ее дождем с неба“. Ной недоумевал, ведь дождя раньше никогда не было. Земля орошалась туманом и росой, о проливном дожде люди и представления не имели. Никто не видел бушующего шторма. О каком дожде говорит Бог? Ной, я пролью воду с неба и открою источники бездны. Все горы покроются водой. Перед Ноем стоял выбор, верить или нет в то, чего никогда раньше не происходило. Бог продолжал. Вся земля покроется водой. Ты должен построить ковчег и взять в него с собой по 7 пар чистых и по 1 паре нечистых животных. Это обеспечит сохранность их рода. Я принял всю твою семью, жену, сыновей и невесток, а всякая другая плоть и кровь на земле будет уничтожена. Ты будешь как Адам. От тебя произойдут все люди, которые в будущем будут населять землю. Какое невероятное происшествие! Это было выше понимания Ноя. Он мог бы возразить: «Послушай, Господи, я простой крестьянин. Я знаю, как пахать, но я не знаю, что такое ковчег. Я никогда не видел такого количества воды, о котором ты говоришь. Все, что я знаю, как добывать еду, и этого с меня довольно. Я дам тебе план, а ты начертишь его прямо на своем поле. Я сам буду руководить строительством». Ной мог бы сказать: «Господи, я не плотник, не чертежник, не строитель ковчегов. Но, несмотря на это, я сделаю так, как ты хочешь». Вера – это приятие неизвестного. Если ты не способен сотрудничать с Богом в этой области, ты не сможешь продемонстрировать живую и непоколебимую веру Богу. Ной же засвидетельствовал наличие у него такой веры всем последующим поколениям. Наверное, он обсуждал это с семьей, и она присоединилась к строительству ковчега, задуманного Богом. До 1850 года не было ни одного корабля размером с Ноев ковчег. Знающие люди говорят, что размеры ковчега, данные в Библии, как нельзя лучше обеспечивают плавучесть и устойчивость груза на воде. Бог сказал, и Ной ответил готовностью трудиться для Господа. Это меня глубоко трогает. Миллионы людей трудятся только для самих себя. Но я могу сказать тебе со всей искренностью, что с юности я не тружусь для себя, я тружусь только для Господа. В 17 лет я стал проповедовать на собраниях. Я трудился без устали, чтобы увидеть обращение людей. Я не давал себе ни дня отдыха. В воскресенье я заканчивал проповедь в одном городе и ехал, чтобы в понедельник начать в другом. В 20 лет я стал миссионером и отправился проповедовать по всему миру с $12 в кармане. Никакие церкви или миссии не поддерживали меня. Бог сказал: «Иди», и я пошел. Ты спросишь, как я мог на это решиться? Единственный ответ – вера. Только вера может совершать такое. Вера есть труд, и я ездил по всему миру и трудился. Иногда я не слезал с лошади или осла целый день до позднего вечера. Прибывал на место, мы ужинали и проповедовали. В то время, когда кости мои болели,
и все тело ныло, я говорил: «Я пришел рассказать вам истину». Люди с радостью готовы были меня слушать, и я продолжал, несмотря на усталость. Я продолжаю вплоть до сегодняшнего дня. Как? Только при помощи источника божественной силы, при помощи веры. Вера – это труд для Господа. Несколько лет назад, перед окончанием моего служения в городе Саут-Бенд, перед отъездом на миссионерское поле, я позвонил 5-6 известным проповедникам и спросил их: не хотите ли вы получить прекрасное большое собрание? Они приехали посмотреть и увидели церковь, работу на радиостанции. Они увидели печатную мастерскую и множество духовной литературы, которая у нас издается. Увидели книжный магазин, школу и детский сад, увидели школу для слепых и неожиданно отказались принять пасторство. 2 или 3 прежде всего хотели знать, будет ли у них время играть в гольф по утрам и смогут ли они быть свободны 2 раза в неделю. «Свободны?» – удивился я. «Я не знаю, что вы имеете в виду, говоря «свободный день». Я тружусь для Христа каждый день моей жизни. Я не глупец и делаю это потому, что в один прекрасный день предстану перед Ним и получу свою награду. Он скажет: «Ты трудился для меня». Вера имеет прямое отношение к труду. Не я это придумал. Бог так говорит. Он призвал Ноя строить ковчег, и то, что помогло Ною подчиниться, Бог назвал верой. У самого Ноя не было ни сил, ни умения, но он все равно справился с задачей. Сила веры была приведена в действие. Ной принял водительство Святого Духа и исполнял его приказания. Тебе не обязательно иметь огромную силу или возможности, чтобы сотрудничать с Богом. Я читал об одной женщине-инвалиде. Она хотела трудиться для Господа и заказала листовки с призывами к спасению. На обратной стороне она написала, как ее найти, если кому-то понадобится помощь. Потом она сидела дома и ждала. Помолившись над одной листовкой, женщина бросала ее через окно. К ней стали приходить письма. Души начали спасаться, и вскоре с ее помощью к Богу пришло больше людей, чем через проповеди проповедников в городе. Она была инвалидом, но это не мешало ей трудиться. Вера есть действие. Некоторые думают, что вера – это нечто магическое, потустороннее. Ты умрешь и будешь продолжать жить. Ты сойдешь вниз или поднимешься вверх. Нет, вера есть живая реальность, дар Божий. Вера есть хождение с Богом, труд, стертые ступни и мозолистые от молитв колени. Мартин Лютер сказал о вере: это деятельная, энергичная, живая реальность, которая не спрашивает, что ей делать. Потому что прежде чем такой вопрос возникает, ты уже делаешь. Это и есть вера. Вера видит, что нужно делать, и делает. Работа Давида состояла в том, чтобы убить великана. Давид был юношей, а великан – чудовищем. Давид понимал, что физически не в силах с ним справиться, и должен был найти другой путь. Для этого ему нужно было обладать верой. Вера есть действие. Бог поверг великана, но Давид должен был исполнить свою часть работы. Бог никогда не попросит тебя сделать то, что ты не можешь. Некоторые говорят: «О, если бы у меня был $1 миллион, я бы отдал их тебе, Господи». Не лги Богу. Обещай Ему то, что у тебя есть, и Он поверит. Не кричи: «О, Боже, если бы». Забудь это «если бы». У веры нет ни «но», ни «если бы». Мы можем или не можем. Живи в мире реальности, стартуй там, где стоишь, и с тем, что у тебя есть. Давид сказал: «У меня нет меча». Мне предложили меч, но он слишком велик. Зато у меня есть праща. Пусть праща не оружие воина, но у меня нет ничего другого, и я ей воспользуюсь. Он взял гладкий камень, вложил в пращу и, размахнувшись изо всех сил, бросил его. Этот камень должен был преодолеть много препятствий. Во-первых,
он должен был обогнуть подпрыгивающего и кидающегося из стороны в сторону оруженосца. И, во-вторых, обойти доспехи Голиафа. Бог использовал свой радар, чтобы направить камень прямо в единственное незащищенное место между глаз Голиафа. Великан был парализован и упал на землю. Давид подбежал, взял его меч и отсек ему голову. Давид показал свою веру в действии. Такого же сорта веру имел Ной. И какую работу предстояло ему проделать? Он должен был валить деревья. В то время не было железных гвоздей, и он сделал деревянные гвозди. Мы не знаем всех подробностей его работы, но знаем, что он начал собирать этот большущий корабль. Он потел, было трудно, у него появились мозоли. Немногие хотят трудиться для Господа. Многие мечтают об этом, но когда предоставляется такая возможность, оказывается, что они слишком ленивы. Мечта о личной евангелизации, беседах о Христе, проводимых с глазу на глаз, остается только мечтой. Тогда они говорят: «Может, у меня нет веры?» Вера есть действие. Вера и труд идут бок о бок. Действие доказывает наличие у тебя веры. Я жил в сотнях стран и проповедовал среди тысяч различных людей. Но немного встретил я желающих трудиться для Бога. Обычно люди трудятся для удовлетворения сиюминутных потребностей, из-за денег и так далее. Это не труд для Бога. Это не работа, источник которой интенсивная любовь к Богу. И все равно он называет это верой. Ты еще понимаешь, о чем я говорю? Не откладывай эту книгу в сторону. Не будь как некоторые слушатели моих лекций о вере, которые начинают молиться: «Господи, я только пошутил, вообще-то я не хочу иметь никакой веры». Когда они начинают понимать суть, что вера есть жертва, они отступают и говорят: «Я не хочу жертвовать ничем». Когда оказывается, что вера – это общение с Богом и отказ от мирской жизни, от роскоши и праздности, они отвечают: «Я хочу сохранить свою свободу». У них нет желания приблизиться к Богу, молиться, читать Слово и благословлять других. Они говорят: «Мы хотим иметь веру, но не хотим жить рядом с Богом». Тогда они не могут иметь веру. Когда речь заходит о трудностях, их ответ: «Подожди немного, я думаю, что этого пока не хочу». Готов ли ты переносить лишения, трудясь для Иисуса? Тогда встань и скажи: «Я готов принести себя самого в жертву Господу. Я готов идти рядом с Богом и трудиться для Него. О Боже, дай мне желание трудиться так, как Ной, быть участником строительства Царства Божьего на земле. Я отдаю все мои силы и способности в Твое распоряжение». Вот это и есть вера.